Джайрасском районе стартовал международный фестиваль бейсджампера в памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту экстремала Глеба Воеводина. В соревнованиях принимают участие спортсмены из США, Голландии, Швейцарии, Мурманской, Московской областей и Москвы. Фестиваль в Ингушетии проводится не впервые. Показательные прыжки, в том числе и групповые, проходят с гор Цейлом и Мятлом. В первый день 8 бейсджамперов совершили прыжки с 3 точек. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Бейсджампинг-клуб «Легенды гор» вновь заполнился гостями. Очередной фестиваль по этому зрелищному виду спорта стартовал в нашей республике. Участников поприветствовали хозяева фестиваля. Хочу вас всех поприветствовать, всех представителей всех областей нашей большой страны. В первую очередь я хочу вам пожелать всем удачи, легких прыжков, легкого приземления, или как это у вас называется, да, без травматизма. Удачи вам, ясной, хорошей погоды. Еще раз добро пожаловать в Джайрасский район. Вам, как спортсменам, желаю, чтобы все прошло у вас без травм, без последствий, говорится, чтобы вы покидали нашу землю гостеприимную с хорошими, яркими впечатлениями. Ждем вас вновь в нашей гостеприимной земле. Удачи всем еще раз. Бейсджампер – это такой спортсмен, который за несколько десятков секунд полета посещает достопримечательностей больше, чем обычный турист за трехдневную экскурсию. К своему очередному воздушному путешествию наши гости готовятся основательно. Проверить все свое снаряжение еще один раз лишним не будет. На кону без преувеличения человеческая жизнь. Ну а первые впечатления от Ингушетии самые позитивные. Очень бодрит Ингушетия. Не ожидал видеть такие просторы, такой масштаб гор. Честно говоря, не представлял, что в России это вообще возможно. Скалы интересные, то есть едем, даже в машине смотрим. Очень много скал, которые потенциально пригодны для прыжков. То есть хочется здесь ходить, прыгать, исследовать. Если некоторые из этих ребят в Ингушетии впервые, то Элина Фарапаева посещает Ингушетию уже в 3-й раз. Ощущения непередаваемые, делится она. Нужно и дальше развивать бейсджампинг в нашем благодатном крае. Здесь потрясающие горы для прыжков, с них как раз таки огромные перепады и невероятная красота. И хочется приезжать, смотреть на это, наслаждаться, дышать этим воздухом. Также замечаем, как развивается этот регион. Построили новую дорогу, положили. Это очень здорово, и хотелось бы приезжать сюда еще. Подниматься несколько часов на высокую точку ради 30-40 секунд полета не каждый может понять. Однако, увидев кадры полета между башен, любой захочет повторить это сам. Бейсджампинг для многих ребят не просто увлечение, а образ жизни. Бейсджампингом я начал заниматься 12 лет назад. Прыгать начал с детства, с 13 лет. Через 10 лет на аэродроме стало скучно. Появилась альтернатива, и, в принципе, она перспективнее, интересней. Бейсджампинг, как и многие другие экстремальные виды спорта, имеет большие перспективы в Ингушетии. Главное – взять нужный вектор развития, что уже сделано. Дальше только работа, чтобы Ингушетия стала интересной экстремалом. Когда мы здесь, нам недалеко, они намного дальше живут, приезжают сюда с радостью. Мы очень редко сюда приезжаем, и когда смотрим по сторонам, прямо аж дух захватывает, от того приятно. А я представляю этим приезжим людям, насколько им приятно, с какой большой радостью они сюда приезжают. Будут они совершать прыжки с 3 мест, это Кязилом, Цейлом и Мятлом. Сегодня они уже прыгали, делали свои прыжки, такое открытие для себя уже сделали. Завтра уже официально начнут. И по 16 часов у нас турнир будет проходить. Фестиваль официально стартовал. Он продлится несколько дней, в течение которых бейсеры покажут все, на что они способны. Ну а мы будем следить за их выступлениями. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24.